Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Друзья, у нас грядут времена еще хуже, чем есть. Думаю, что с Ютубом мы распрощаемся скоро. В любой день он может быть заблокирован. Вы сами видите, как он уже работает. В один момент исчезнет совсем. Я прошу вас, подпишитесь на наш канал на Дзене, Телеграм, Рутуб. Мы на всех этих площадках есть. Не поленитесь, пожалуйста, сделайте это прямо сейчас. Ссылки есть под каждым роликом в описании. Друзья, без вас я не вытяну всех тех, кого мы с вами так тяжело и долго спасали. Просмотры и так уменьшились, помощь резко сократилась. Пожалуйста, подпишитесь, не откладывайте. И сегодня мы говорим о прилетевших кошках. Друзья, мы 1,5 месяца готовились к их вывозу. Я тоже решалась с большим трудом, так как в Москве передержек для этих кошек нет, а им нужен медуход, хотя бы на период обследования и понимания, что с ними, почему такое истощение. Прилетели. Трое. В Москву. И рыженький. Вон там он рыженький. Вон там рыженький. Золотые зайчики прилетели. Ах ты моя умница. Ах ты моя голубница. Ты что такой? Булочка? Булочка и пушиночка. Такие они сладкие дети прилетели. Боже мой, как они накинулись кушать хоть. Вот это все колтуны. Это вот все колтуны. Это даже не расчешется никогда. Никогда. Вот. Это панцирь. Мои зайчики. Боже мой. У пушинки меньше. У пушинки еще можно срезать. Ну вот это хребет. Ой, тут все провалилось. Все провалилось. Хорошо, что я вам паучи купила. Штучек 30 для начала хватит. Мои маленькие зайчики. Кормимся прямо в порту. Еще дорога предстоит до Визы. Мой золотой. Ты мой золотой. Что с глазиком, а? Простите, боже ж ты. Так, ну тогда в клинику едем. Ой. Да, вижу я. Мне сложно понять, то ли не кормили там, где передерживали, то ли болеют. У одного нет половины губы, рентген нужен и понимание, есть ли слезный канал. У него, видите, в глубине их тоже нет. То есть у нас вот мы мало того, что вот мы видим нос, вот Да. у него еще в глубине идет лизис, почти до клыков дошло. Вот, на втором снимке мы видим, что вот тут, слава богу, вот здесь пока все косточки, все они на месте. И клыки вот здесь тоже, то, что основа пока неплохая. То есть ждать того, что у нас сейчас развалится челюсть, такого здесь нет. Поэтому, ну вот как вот это дальше, чтобы понимать, если проходить не будет процесс, у него, кстати, чип есть. Да, у него есть. Вот. А как дальше это будет проходить процесс, это только уже МРТ. Потому что, видите, здесь очень много костей, и глубже мы посмотреть уже не можем. А обязательно МРТ или можно Это обойтись? если не будет проходить. После лечения. Мы все равно как бы возьмем. Так, ротик чистенький, зубки тоже более-менее. Ну, вот, и да. вот это, вот этот вот, ага, вот эта часть. Мы сейчас еще дальше там все почистим. Вот, потому что эту рану надо будет обрабатывать лично, потому что нос, носослезные каналы, это все вот туда, поэтому сейчас глаза могут течь даже банально из-за этой раны. Вот, начнем параллельно лечить глазки. Я думаю, что мы их еще покрасим. Ну, это я сейчас могу сюда. И антибиотик, наверное, обязательно нужен. Антибиотик начнем с синулокс, дальше посмотрим, потому что если это легкая бактерия, антибиотик этот ее должен взять. Если на этом фоне он не справится, тогда уже будем закапываться. Зайка. Укол антибиотика. Просто мы не знаем, как он пока ест, таблетки пока. Дальше в таблетках.
Вот. По стоимости, я сейчас еще досчитаю, но я думаю, что 6,5 мы должны уложиться. Дальше зависит от того, что у нас придет по анализам, что у нас придет по анализу крови, как он будет себя чувствовать, как получится обрабатывать. Потому что если сейчас на антибиотике все это заживет, да, у него останется дефект челюсти, скорее всего, но если дальше антибиотик все это победит, то есть там даже ушивать хирургически, если это ему мешать не будет, никак не нужно. Значит, смотрите, для начала прям хорошо смоченную салфетку, не бойтесь, тут даже если в рот Это попадет, что у нас? это я напишу хлоргексидин. Прям вот так сначала приложили, потому что эти корки, они все присохли. Да. И аккуратненько вот так пытаемся их убрать, пока не нужно. Если он не продыхивается, потому что я не знаю, насколько там совмещены сейчас эти каналы, то даем ему передышку. Да-да. Так. Видите, Так. носик потихонечку оттирается. Ага. Дальше. Вот эту черноту ведь тоже, наверное, Сейчас надо убирать, дойдем. да? Просто надо аккуратно, чтобы кусок ткани не отодрать. На данный момент надо назначить антибиотики местной обработки. Но вот эта корка сойдет, Здесь можно будет немножко сделать пластику носа. Понятно, что левой ноздри у него не будет, но выглядеть это будет все гораздо симпатичнее. Да, даже пластику нужно будет делать. Ну, опять же, это как бы не косметическая операция, что у него будет идеально красивая мордочка. Но вот этот дефект, который сейчас торчит, его не будет. То есть он будет выглядеть гораздо При лицеприятнее. промывании у меня из другой ноздри жидкость вытекала. Да, там сообщается. Сообщается. Поэтому надо будет как раз ушить, и будет дышать левой ноздрью. Хорошо. Тогда прием повторный к хирургу через 3-5 дней смотреть, как все. 5-7, Через 5-7 Да, не прием раньше. к хирургу. не раньше. Так, а скажите, еще палочками надо нам промывать так, как бы Ну, мы туда настойчиво черный оттирать. вот этот некроз оттирать или ждать, когда он выпадет? Сам? Да нет, я думаю, что можно, например, взять винилин или бальзам Шостаковского, и палочкой просто смазывать, он потом сам сойдет. Ванилином лучше, он не такой Да, если противный. будет слизывать, он не страшный. Все, я поняла. И Благодарю. антибиотики обязательно. Синолокс уже укололи. Да. Другая кошечка совсем глухая, вялая, много спит, ласковая к человеку. Понять бы, просто глухая или отит, или ушной клещ. Записались к дерматологу. К ушам прикоснуться не дает. Кожа и кости, шерсть сплошной валенок, стягивает кожу, ей неприятно, больно, надо только сбривать. Смотрите, здесь так, ну, больше явных колтунов я не Посмотрите, чувствую. вот здесь вот внизу под хвостом, посмотрите. у нас еще. Я просто к тому, что хребет я вам не оставлю лысым, так скажем. Ну, Здесь будет. вот шерсть нормальная. Да, пускай. Вот он. Ну да, чтобы кот не испытывал стресс. Так, вакцинирован также зимой, верно? Да. Под хвостом я не пальпирую, но вот здесь вот прям вот на хвосте был такой хороший колтун. Да. Он балдеет, по-моему, ему нравится. Конечно, облегчаем ему так ситуацию. Же тянет, все больно. Да. Взяли, вот так начинаете. Ему сейчас будет неприятно, понятно. Начинаете и вот так вот прижимайте, заливайте до момента, пока не потечет. Не даем ему чесать. Подожди. А почему ему неприятно, когда должно быть приятно? Ну, это никому неприятно, Вода когда в уши. Вот, да, все. Вытекло. Видим то, что начало подтекать. Начинаем массировать сначала. Ага. Массировать. Можно даже вот так вот с ватным диском так массируем. Ага. Вот слышите, чтобы... Тихо. Хлюпает, да? Подожди ты, господи. Хлюпает. Должно похлюпать, да. Вот так. Мгм. А теперь отходим и даем ему вот так вот сделать. Ага. Правильно. И остатки мы вытираем ватным диском. То, что у нас здесь вот вылезло, наружную раковину, да, наружная часть. диском там вытащишь. Нет, ни в коем случае не лезем ватными палками. Это категорически нельзя. Это делается только в рамках ветеринарной клиники под руками дерматолога, потому что очень часто владельцы приходят, и мы достаем как бы из ушка кусочек ватной палки. Плюс можно повредить, поэтому только ватным диском. Трогать, там Они болят. чернота. Уши
как в говне. Ну, Да, там, уши вот, всё. посмотри. Она вот, да, она даже не дает их трогать, они у нее болят. А что Ну, делать? поэтому и не такому? слышит. Вот у нее я бы на цитологию А, точно кстати, сдала. точно. Может, поэтому она не слышит? Не могу сказать сейчас, потому что я попробую посмотреть внутри барабанную перепонку. Третьей кошке предварительно отит наружных слуховых проходов. Назначили обработки. В общем, целый букет. Встретив самолет, оценив их состояние, я понимала, что ехать в клинику надо срочно. Также понимаю, что не забрала бы сейчас, навряд ли бы дожили до осени или зимы. Хорошо, что аппетит хороший. Накидываются на консерву так, как будто никогда не ели. Сухой корм не едят. Друзья, прилетели и 5 кошек в Питер. Вся процедура по подготовке их вылета трудозатратна. Людей, готовых помогать, там нет. А это отвезти в клинику на осмотр, обработать, подлечить. У многих болят уши, а значит ежедневные обработки, возить в клинику, проблемы с истощением, проблемы со стулом, да и многие другие проблемы решать там некому. Единственная женщина, которая из последних сил, отодвигая работу и дачу на задний план, делает последние потуги, чтобы подготовить кошек, перевести из массовой передержки к себе на балкон, бросив работу, бегает по клиникам и портам. Друзья, у нас очень тяжелая ситуация. Я понимаю, что тяжелая у всех, поэтому многие приостановили спасение уже давно. И только у меня спасения не останавливались. И даже кошек вывезли массово. 5 в Питер, 3 в Москву и 4 кошки грузят в данный момент. Это очень затратно и по деньгам, потому что оплатить надо не только перелет, но и первый месяц передержки 5000 за кошку. Нравятся кому-то кошки или нет, друзья, это несерьезно так рассуждать. Они такие же, имеющие право на жизнь. И всегда говорю, нельзя быть наполовину добрым, любить собак и не любить кошек. Я спасаю и тех, и других. Они и так, собаки, в приоритете и исчисляются тысячами мной спасенных. Но и кошек мне также жалко. Помогите, друзья, оплатить сегодняшний самолет и передержки 9 кошек. И на этом наши спасения по кошкам пока останавливаются. Но я очень прошу вас о помощи. Просто дальше спасать не на что.